Hare Krishna. Харе Кришна. У Харе нас, Кришна ძვირფას ვერთგულებო დილამშვიდობის სამყარია თქვენი უსალმი. у нас очень хороший повод для этой встречи. Это погружение в Святое Писание, которое не отлично от Бога. დღეს ძალიან კარგი მიზეზი გვაქვს სამშობლოსთვის, რომ რათა ჩავიძიროთ წმინდა წერილში, რომელიც არ განსხვავდება ღმერთისგან. Наша задача, как учеников, учителей, погрузиться в понимание, почему так возвышенно отношение между учеником и учителем. ჩვენი ვალი როგორც მოსწავლეების, მასწავლებლების მოსწავლეებისა არის ის, რომ ჩავიძიროთ, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ურთიერთობა მოსწავლეებსა და მასწავლებელს შორის. Шри Чайтанья Чаритамрите Мадхья Лилия 1780. ჩაიტანია ჩარიტამრიტაში მათიალილას 18-80. Есть такое заявление Мукам Кароти Вачалам Пангум Лакхаяте Гирим Яткрипа Тамахам Ванде Шигурум Динатаранам. По милости гуру немой может стать великим оратором, а хромой пересечь горы Гималаи. აქ არის ასეთი გამონათქვამი, რომ გურუს წყალობით მუნჯი შეიძლება გახდეს დიდი ორატორი, ხოლო კოჭლმა გადაიაროს დიადი ჰიმალაები. И Шрила Прабхупада сделал очень доступной для нас такую великую науку, как Бхагавата Пурану, которая сияет словно солнце. Она взошла сразу после того, как Господь Кришна, вместе с ним религия, знания и прочее удалился в свою обитель. შრილა პრაბჰუპადამ ჩვენ მოგცა ბჰაგავატა პურანა, რომელიც ანათებს მზესავით და ის ამოვიდა მას შემდეგ, რაც კრიშნამ თავის რელიგიასთან, ცოდნასთან და სხვა დანარჩენებთან ერთად წავიდა თავის სამყოფელში. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть непроглядные тьме невежества века Кали. ეს პურანა მოუტანს სინათლეს ადამიანებს, რომლებმაც დაკარგეს ხედვის ჟუნარი კალის ეპოქის უკუნით წუდიათში. Самое удивительное, то, что с нами может произойти, это пропитаться присутствием этих персонажей, с которыми мы сталкиваемся в Бхагаватам. და ყველაზე საოცარი რაც შეიძლება დაგვემართოს არის ის, რომ გავიჟღენთოთ ამ პერსონაჟებით, რომლებსაც ვიხებით ბჰაგავატამში. Я подчеркиваю слово пропитаться, потому что человек как губка, он впитывает ту среду, в которой находится. მე ხას უსვამ სიტყვას გაჟღენთვას, რადგან ადამიანი არის ღრუბელივით და ის იჟღენთება იმ გარემოთი, სადაც იმყოფება. Вопросы сознания особенно, они настолько тревожны, настолько они деликатны, что не прислушаться к духовному учителю – это большая глупость. და ცნობიერების შეკითხვები იმდენად ღრმა არის, რომ არ დავიჯეროთ სულიერ მოძღვარს, ეს დიდი სისულელე იქნება. В чем же особенный смысл? Дело в том, что на нас, на любой стихии идет атака Майя-Деви. На любой стихии. საქმე იმაშია, რომ ნებისმიერ სტიქიაში ჩვენში ხდება მაიადევისგან თავდასხმა. Осязание соприкасается с тем, что трогается, да? შეხება ეხება იმას, რასაც ვეხებით, ხომასიან. Что касается водной стихии, мы видим, насколько много разных жидкостей, да, в нашей жизни проявляется, и в зависимости от их качества это влияние тоже неизбежно. რაც შეეხება წყლის სტიქიას, ჩვენ ვხედავთ რამდენიერი სითხევადი რაღაცები ვლინდება ჩვენს ცხოვრებაში და
როდესაც მათთან ვეღებით, მათი გავლენაც გარდაუვალია. Что касается огня, мы видим, как он действует. Открытый огонь он сжигает, а прикрытый знанием, целомудрием он греет. ასევე რაც შეეხება ცეცხლს, ჩვენ ვხედავთ, რომ ღია ცეცხლი წვავს, ხოლო დაფარული ცეცხლი ათბობს. Что касается воздуха, это более тонкая субстанция. И мы видим, что влияние неизбежно. Воздух, он может нести к нам самую разную информацию, и благоприятную, и неблагоприятную. რაც შეეხება ჰაერს, უფრო ნატიფი სტიქია ჰაერი და მას შეუძლია ჩვენ მოგვიტანოს ინფორმაცია, როგორც ასკეთო, ისე არის ასკეთო. Например, если мы вдыхаем аромат, благоприятный аромат предложенных цветов лотосным стопам Господа, мы чувствуем, как внутри что-то меняется к лучшему, какой-то возникает трепет, какое-то удивительное чувство, что что-то случилось хорошее в моей жизни. მეტად როდესაც ჩვენ შევისუნთქავთ არომატს, ყვავილის, რომელიც უგლისადმია შეთავაზებული, მაშინვე ვგრძნობთ, რომ რაღაც კარგი მოხდა ჩვენს ცხოვრებაში, რაღაც სიკეთით შევივსა. Что касается, ну, в принципе, воздух это не так трудно понять, да, если отвратительный запах, он сразу же влияет на нас, и мы падаем в невежество. პრინციპში ჰაერის გაგება ასეთი რთული არ არის, რომ ასე თუ საზიზღარის შრომია, მაშინვე ცუდად მოქმედებს ეს ჩვენზე და უგუნურებაში ვარდებით. Верно. И вот что касается теперь еще более тонкого элемента природы, это эфира. Это какой удивительный, это сопутствующий эфиру э, качество. Мы можем слышать одно и то же слово в разных гунах природы и реагировать на это по-разному. რაც შეეხება ეთერს, ეთერი კიდევ უფრო ნატიფი ელემენტია და ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა საოცარი რამ არის ეს, რადგან ჩვენ შეგვიძლია ერთ და იგივე სიტყვა სხვადასხვა გუნებში მოვისმინოს და ის სხვადასხვაგვარად იმოქმედებს. То есть слово, звучащее в эфире, оно как упаковка, как конверт. А вот начинка– это мотивы, которые мы туда закладываем, исходящие из гун природы. ანუ სიტყვა არის როგორც შეფუთვა, კონვერტი და შეკთავსი არის ის მოტივი, რომელსაც მასში ვდებთ ბუნებიდან გამომდინარე. Соответствующее влияние на наше сознание. და ამას შესაბამისი გავლენა იქნება ჩვენს ცნობიერებას. В одном случае мы реагируем на это слово позитивно, во втором случае это ввергает нас в ужас. ერთ შემთხვევაში ჩვენ პოზიტიურად მოქმედებს ჩვენზე ეს სიტყვა, მეორე შემთხვევაში ის საშინელებაში გვაგდებს. Итак, вопрос о том, как мы используем свое предназначение, каким гунам природы предаемся и какие перспективы мы себе ставим как цель. სადასაკითხი იმაში ჩვენს დანიშნულებას როგორ გამოვიყენებთ რომელ გუნებს მივენდობით და რას დავისახავთ მიზნად. Имея любое положение в материальном мире, даже очень могущественное положение, мы всегда находимся в очень небезопасном положении, небезопасном. რაც არ უნდა რამ მდგომარეობაზეც არ უნდა ვიკავებდეთ მატერიალურ სამყაროში, თუნდაც ძალიან ამაღლებულ მდგომარეობას, მაინც საფრთხის მდგომარეობაში ვართ. არ ვართ უსაფრთხო მდგომარეობაში. И вот сегодня у нас есть возможность убедиться в том, насколько нужно быть внимательным и осторожным в оценке ситуации, в которой мы оказываемся. ახლა კი ჩვენ გვაქვს საშუალება დავწუნდეთ იმაში, რამდენად ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმ სიტუაციის შეფასებაში, რომელშიც აღმოჩნდებით ხოლმე. Желание доминировать над тем или иными богатствами в этой природе заставляет нас ошибаться, и в этом очень судьбоносно ошибаться.
სურვილი რომ ვიბატონოთ სხვადასხვა სახის ქონებაზე ამ სამყაროში ეს გვაიძულებს შევწდეთ ხოლმე და სათანადს ხან ზოგჯერ საბედის წეროთაც შევწდეთ. Насколько опасно выставлять себя, будучи обусловленной душой, экспертом в какой-либо области. რადგან საშიშია ჩვენი თავი წარმოვაჩინოთ როგორც ექსპერტი გარკვეულ სფეროში, როდესაც ჩვენ განპირობებული სულები ვართ. Вот сегодняшняя наша встреча, она удивительна тем, что мы соприкасаемся с великими душами, именно с великими душами, которые дают нам урок, подобного которого мы нигде не найдем больше. და ჩვენი შეხვედრაც განსაკუთრებულია იმით, რომ ჩვენ ვეხებით ზუსტადაც რომ დიად სულებს, რომელიც გვაძლევენ ისეთ გაკვეთილებს, რომლებსაც ვერსაც სხვაგან ვერ ვიპოვოთ. Я приглашаю присутствующих пройти в ту область жизни, где можно понять, почувствовать и принять решение, как дальше с этим быть. მე ახლა თქვენ გიწევთ ცხოვრების ისეთ სფეროში, სადაც შეიძლება შევიგრძნოთ და გავიგოთ და მივიღოთ გადაწყვეტილება, როგორ ვიცხოვროთ ამის შემდეგ. Нам предстоит 6-я песнь, 17 глава, и 6-7 стих мне делегировали ваши руководители, и я с удовольствием вместе с вами попробую прочувствовать, что это за явление, с которым мы столкнемся. Мгм. დღეს ჩვენ წავიკითხავთ მე-6 სიმღერის მე-17 თავის მე-6 და მე-7 ლექსს, როგორც მიფრეს და ერთად შევეცდებით ვიგრძნოთ თუ რას შევეხებით. По милости Шигуру можно перешагнуть Гималай, если даже ты хромой. შეგუროს წყალობით შეიძლება ჰიმალაებსაც გადავაბინოთ, თუნდაც კოჭლი ვიყოთ. Я надеюсь, что мое невежество чуть-чуть ниже, чем Гималай, и мы сможем перешагнуть по милости Гуру, и мы сможем выявить какую-то пользу из посещения этих удивительных эпизодов жизни святых. იმედი მაქვს, რომ ჩემი უმეცრება უფრო დაბალია ვიდრე ჰიმალაების მთა და გურუს წყალობით შეგვიძლია გადავაბინოთ მათ და მასთან შევიგრძნოთ წმინდანები რას გვეუბნებიან. В христианстве, в древнем христианстве, по крайней мере, да, было правило, прежде чем куда-то пойти, люди молитву такую читали: «Встану, благословлясь, пойду, перекрестясь». То есть под покровительством Бога и старших, которые могли бы нам быть спутниками в нашем путешествии. ძველ ქრისტიანობაში იყო ისეთი ლოცვა, რომელიც გულისხმობდა, რომ მხოლოდ უფროსების და ღმერთის წყალობით გავაკეთებთ ყოველთვის ან სადმე წავიდოთ. Очень удивительная вещь. Это дублируется и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И можно найти эти манускрипты в буддизме, очень, очень объединяющие все, потому что единое начало Божье, и оно, естественно, соприкасаясь с этим эфиром, где все живет, мы получаем это, получаем наставление из одной точки, из одного резервуара. საოცარი რამ არის ძველ აღთქმაშიც, ახალ აღთქმაშიც შეიძლება ბუდიზმშიც ვნახოთ, რადგან ყველაფერს ერთი წყარო აქვს, ყველაფერი ერთი წერტილიდან გამოდის, ღმერთიდან და ჩვენ ამას ვეღებთ. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате
Васудевая. Это то самое, стану благословлять, пойду перекрестясь. Вот это предание Васудеве, это путь непростой. ეს იგივე ლოცვა, რასაც ქრისტიანები ამბობდნენ, მინდობა ვასუდებას სადმი. ეს გზა არ არის მარტივი. Это очень непросто соприкоснуться в обусловленной жизни с чистыми, преданными Господа. ძალიან საერთოდ არ არის მარტივი, რომ განპირობებულ ცხოვრებაში, შეხებაში მოვიდეთ, შევეხოთ უფლის წმინდა ერთგულებს. Но по милости Гуру это возможно. И мы сейчас как раз отправимся в это маленькое духовное приключение. თუმცა გურუს წყალობით ეს შესაძლებელია და ჩვენ ერთად გავემგზავრებთ ამ პატარა სულიერ მოგზაურობაში. Песнь 6, 17 глава, 6 стих. У меня, к сожалению, нету санскритского текста, поэтому, пожалуйста, простите, я сразу буду читать перевод на русский. А у вас есть, я уверен, грузинский вариант, да? მე წავიკითხავ მეექვსე სიმღერის მე-17 თავის მეექვსე ლექს სანსკრიტი არ მაქვს, ამიტომაც თარგმანს წავიკითხავ მარტო და თქვენი მედია გაქვთ ქართული ვარიანტი. А, Мы сейчас исследуем жизнь великой души Читракету, который лично Господом был награжден Виманом. ჩვენ ახლა ვიკვლევთ გვიანი პიროვნების სულს, ჩიტრაკეტუსი, რომელსაც თავად თვალმა აჩუქა ვიმანი. И его положение очень возвышено, как преданного. და მისი მდგომარეობა ძალიან ამაღლებულია, როგორც ერთგულის. И обратите, пожалуйста, внимание, то, что сейчас произойдет с этой удивительной великой душой. და ახლა თქოთ ყურადღება მიაქცევთ რა დაიმართება ამ საოცარ დიაცშულს. В первой песне Шримад Бхагаватам мы встречаемся, что Шукадева Госвами всегда был на стороже. შრიმად ბჰაგავატამის პირველ სიმღერაში ჩვენ ვხვდებით იმას, რომ შუკადევა გოსვამი ყოველთვის ფხიზლად იყო. Мгм. Это нитья ситха, это вечно освобожденная душа. ის არის ნიცია სიტჰა, მარად გათავისუფლებული სული. И он был на стороже, он понимал, что этот мир очень опасен. და ის ფხიზლად იყო, რადგან ეცნობდა, რომ ეს სამყარო ძალიან საფრთხოა. Но вот с Читракету случилось приключение. და აი ჩიტრაკეტუს თავგადასავალი გადაყდა თავს. Читракету, я предыдущий стих вам озвучу, чтобы освежить память, да? წინა ლექსიც გავაჟღეროთ, რომ გავიხსენოთ. Однажды царь Читракету пролетал по небу на ослепительно сияющем воздушном корабле, подаренным ему Господом Вишну. Он заметил внизу Господа Шиву в окружении ситхов и чаранов. Находясь в обществе великих святых, Господь Шива одной рукой обнимал сидящую у него на коленях Парвати. Увидев эту сцену, Читракету громко рассмеялся и заговорил, да так, что его сразу услышала Парвати. Это очень интересная присказка, чтобы понять, что дальше будет с Читракету. ძალიან საინტერესო შესავალია, ამიტომ შეგვიძლია მივხვდეთ რა დაიმართება შემდეგ ჩიტრაკეტუს. Мы не будем читать дальше комментарии его божественной милости Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Просто перейдем к стиху, который сегодня должен звучать. მე კომენტარებს არ წავიკითხავთ, გადავიდეთ უბრალოდ იმ ლექსს, რომელიც დღეს უნდა გაიგრძელდეს. Читракету сказал: Господь Шива, лучший из всех живых существ, воплощенных в материальных телах,
Он духовный учитель всего мира и основоположник религии. Неудивительно ли, что на глазах у всех великих святых он обнимает свою супругу Парвати? Алексей, пожалуйста, прочтите это на грузинском. Очень интересная ситуация. ჭიტრაკეტომ თქვა: უფალი შივა, ყველა განსხეულებულ ცოცხალ არსებათა შორის საუკეთესო, მთელი სამყაროს სულიერი მოძღვარი და რელიგიის ფუძემდებელია. რაოდენ საოცარია, რომ იგი თავის ცოლს, პარვატის, შეკრებილი დიდი წმინდანების თვალწინ ეხვევა. И вот следующий стих, где Шила Прабхупада дает небольшой комментарий. Господь Шива, чьи спутаны, совершил множество аскетических подвигов. Недаром он возглавляет это собрание строгих последователей ведических законов. Однако он посадил себе на колени супругу и обнимает ее на виду у святых людей, как лишившийся стыда простой смертный. უფალ შივას, რომელიც გაჭეჭილ თმას ატარებს, უთმოდ დიდი ასკეტური მოღვაწეობა აქვს გავლილი. შემთხვევით კი არ თავკაცობს ველური პრინციპების მკაცრი მიმდევართა თავშეყრას. მიუხედავად ამისა, წმინდანთა გარემოცვაში მას თავისი ცოლი კალთაში უზის და უბრალო უსირცხვილო მოკვდავებით ეხვევა მას. Мгм. Читтакету комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Шилы Прабхупады. Читракету прекрасно понимал возвышенное положение Господа Шивы и потому выразил свое удивление тем, что Господь Шива ведет себя как обычный человек. Он всегда питал огромное уважение к Господу Шиве и потому был поражен тем, что в присутствии святых мудрецов тот вел себя как бесстыжий простолюдин. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур отмечает, что хотя Читракету неодобрительно отозвался о Господе Шиве, в отличие от Дакши он не нанес Господу Шиве оскорбления. Дакша открыто пренебрег Шивой, однако Читракету просто выразил свое удивление его поступком. კომენტარები. ჭიტრაკეტომ კარგად იცოდა უფალი შივას ამაღლებული მდგომარეობა და ამიტომ გამოხატა თავისი განშიფრება, როცა დაინახა უფალი შივა უბრალო ადამიანი მით რომ იქცეოდა. ის ყოველთვის დიდი პატივისცემით იყო განწყობილი შივას მიმართ, რამაც უფრო გაამწვავა მისი შეშფოთება. შილა ვიშვანათა ჩაკრავარტი თაკურა აღნიშნავს, რომ თუმცა ჭიტრაკეტომ უფალი შივა გაკიცხა, მას დაგშასავით შეურაცხყოფა არ მიუყენებია მისთვის. დაგშამ უფალი შივა არარაობად მიიჩნია. ჭიტრაკეტომ კი მხოლოდ განსვიფრება გამოხატა უფალი შივას საქციელის გამო. Окей. Ома Гьяна Тимирандхасya Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха. Ом Принядапи Суничина Тарурапи Сахишнуна Аманина Манадена Киртаниях Сада Харих Ванчакалпатарупьяща Крипасинтхупья Эвача Патиданам Паванепху Вайшнабху Намо Намаха. Читракету сказал очень важный момент, что он это произнес достаточно громко. ჭიტრაკეტომ თქვა და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ მან საკმაოდ ხმამაღლა წარმოთქვა ეს. Дело в том, что в Кали-югу за мысленные грехи, оценки, сопоставления вот такой кармы жесткой нету, но за слова уже приходится отвечать. საკმაოდაშია, რომ კალიუგაში ფიქრებზე ძალიან მკაცრად არ გვაგებინებენ პასუხს, მაგრამ სიტყვებზე უკვე და ვუპასუხოთ, ვიწევს რომ ვუპასუხოთ. И мы с вами находимся как свидетели вот этого удивительного явления, когда Читракету сказал, именно это подчеркивается,
ჩვენ აქ საოცარი მოვლენის მომსწრე ვართ, როდესაც ჭიტრაკეტում თქვა, ზუსტად ეს არის ეს ხაზგასმი. И царь Читракету, он здесь проявляет очень серьезное противоречие в своем поведении. და მე ჭიტრაკეტო აქ აულის ძალიან სერიოზულ წინააღმდეგობას თავის ქცევაში. Перед этим мы слышали, что Читракет был великим преданным Господа Вишну и был награжден Господом Вишну этим удивительным виманом. აქამდე ჩვენ გვესმინდა, რომ ჭიტრაკეტო საოცარი ერთგული ყოველფალი ვიშნუსი და ვიმანაც კი მისცა ჯილდოდ უფალმა ვიშნუ. С одной стороны, он признает, что он лучший из всех живых существ, воплощенных в материальных телах. ერთის მხრივ ის აღიარებს, რომ ის არის საუკეთესო ცოცხალ არსებათა შორის, რომლებიც განსხვავებულნი არიან მატერიალურ სხეულებში. Он подчеркивает, что он духовный учитель всего мира и основатель религии. ის ხაზს უსვამს, რომ ის არის მთელი სამყაროს სულიერი მოძღვარი და რელიგიის დამაარსებელი. И вот здесь сейчас, да, он как эксперт духовной жизни позволяет себе оценку. აქ კი ის როგორც ექსპერტი სულიერ ცხოვრებაში საკუთარ თავს ჭუფლებას აძლევს შეფასების. Он понимает, что учитель учит примером. И вот то, что он увидел, он сразу же осудил. მას ესმის, რომ მასწავლებელი მაგალითით ასწავლის და რაც მან იხილა, მაშინვე განსაჯა ის. Хотя у него были мотивы, как у преданного, да, что именно этот пример может послужить деградации всех, кто это видел и слышал. თუმცა მას როგორც ერთგულს ესმოდა, რომ ზუსტად ეს მაგალითი შეიძლება დეგრადაციის გამომწვევი ყოფილიყო მათთვის, ვის ხედავდა ამას და ვინც ისმინა. То есть он косвенно обвиняет Господа Шиву в аморальности. ანუ ის უფალშივას ირიბად აბრალებს ამორალობას. Неудивительно ли, что на глазах у всех великих святых он обнимает свою супругу Парвати. საოცარი არ არის, რომ დიადი წმინდანების თვალწინ ის ეხება თავის მეუღლე პარვატის. Это насколько контрастно его заявление здесь. С одной стороны, он признает его лучшим из всех живых существ, воплощенных в материальных телах, что он духовный учитель всего мира и основоположник религии, и в то же время он себе дает право делать какие-то выводы. რამდენი როგორი კონტრასტული წარმონათქმა მიაქვს მას ერთის მხრივ აღიარებს, რომ ის მთელი სამყაროს სულიერი მოძღვარია და ასე შემდეგ, მეორე მხრივ კი ის საკუთარ თავს უბლებას აძლევს, რომ განსაჯოს ის. И он усугубляет дальше это. Он говорит: Господь Шива, чьи волосы спутаны. Он это все замечает, да? Это его речь. Совершил множество аскетических подвигов. То есть он признает за ним это удивительное героическое прошлое. შემდეგაც ამჩნევს უფალიშვილას, ვის სიტყვაც ჩახოვლია, შემდეგ აღიარებს, რომ ის ასკეზებში ძალიან ძლიერია. И он потом говорит, недаром он возглавляет это собрание строгих последователей ведических законов. Это признание. То есть он признает его учителем всех учителей. შემდეგ ის ამბობს, ის თქვილად კი არ წარმართავს ამ წმინდანების შეკრებას. ანუ ის აღიარებს მას როგორც მასწავლებლად ყველა მასწავლებლის. Но он теперь что делает? Он в роли ученика себя не видит. В этом проблема. მაგრამ ახლა რას აკეთებს ის მოსწავლის როლში ვერ ხედავს საკუთარ თავს, ამაშია პრობლემა. Он признает его учителем всех учителей и в то же время себе дает право рассуждать на темы, которые не были благословлены.
ის აღიარებს მას როგორც Ай, მასწავლებელს ყველა простите. მასწავლებლად, მაგრამ საკუთარ თავს არ აღიარებს მოსწავლედ და საკუთარ თავს უფლებას აძლევს განიხილოს ისეთი თემები, რომელიც არ არის, რომელზეც წყალობას არ არის. И вот он какие вещи делает, смотрите. Однако, то есть он сразу ставит под сомнение. Вот такое противоречие в нем, да, двойственность. Чем Однако он посадил себе на колени супругу и обнимает ее на виду у святых людей, как лишившийся стыда простой смертный. შემდეგ ესეთ რამეს ამბობს, თუმცა მან კალთაში ჩაისვა მეუღლე და როგორც ჩვეულებრივი მოკვდავი ეხება მას ამ ადამიანთა თვალწინ, ანუ წინააღმდეგობას გამოხატავს. То есть у Читракету не было благословения на то, чтобы понимать истинное положение Господа Шивы. ანუ ჩიტრაკეტოს არ ჰქონდა წყალობა იმაზე, რომ გაეგო უფალიშობას ნამდვილი მდგომარეობა. Смотрите, он с одной стороны признает, да, что он основоположник религии, ნახეთ, что, ერთის მხრივ ის აღიარებს, რომ ის არის რელიგიის დამაარსებელი, что он знаток вед, последователь строгий. რომ მან იცის შვედები, მკაცრი მიმდევარია. Но с другой стороны, его размышления находятся на уровне гун природы. მაგრამ მეორეს მხრივ მისი ფიქრები გუნებშია. Он говорит о стыде. О каком стыде может идти речь, если перед ним олицетворенная трансцендентальность? ის საუბრობს სირცხვილზე. და რა სირცხვილზე უნდა იყოს საუბარი, როდესაც მის წინ გაპიროვნებული ტრანსცენდენტულობაა. Шри Шукадева Госвами вообще голый путешествовал. შრიშუკა დევაგოსამ საერთოდ შიშველი მოგზაურობდა. И когда наступил период выбора, кто будет Махараджу Парикшиту давать наставления перед смертью, выбрали Шукадеву Госвами. როდესაც უნდა აერჩიათ ვინ მისცემდა სიკვდილის წინ გარიგებებს მაჰარაჯა პარიქშიც, შუკა დევაგოსვამი აირჩიეს. То есть эти живые существа имели трансцендентальные глаза. ანუ ამ სოციალურ არსებებს ჰქონდათ ტრანსცენდენტული თვალები. Удивительное явление. Если сейчас мы посмотрим еще из жизни Рупы Госвами, он находился в лилах Господа Кришны и Радхи, и он был такой счастливый, что просто смеялся заразительно. И в это время проходил какой-то хромой брахман, ему показалось, что над ним смеются. და ახლა რუპა გოსვამის ცხოვრებასთან შევხედოთ, ის რათა კრიშნას რილებში იყო და იმდანად ემოციებში იყო, რომ იცინოდა ხმამაღლა და როდესაც კოჭმო ბრაჰმანმა ჩაიარა, მან ფიქრა, რომ მას დასცინოდა. И он обиделся, и у Рупы Госвами пропал самадхи. და მას ის განაცხენდა და რუპა გოსვამის სამათი გაუქმდა. То есть какие огромные последствия. Представляете, как быть надо осторожным в проявлениях даже своего счастья. ნახეთ რამდენად ფრთხილად უნდა ვიყოთ თუნდაც ჩვენი ბედნიერების გამოვლენაში. Что касается Читракету, он был совершенно неосторожен. რაც შეეხება ჩიტრაკეტოს, საერთოდ არ იყო ის ფრთხილად. Он посчитал, как и Брахман. Он не понимал, этот Брахман, положение Шрилы Рупы Госвами. Так и Читракету вроде бы теоретически понимает, да, кто такой Господь Шива, но положение он не занял соответствующее. მან ივარაუდა როგორც ამ ბრაჰმანმა, რომელმაც საწეგონა რომ პროპაგულშანი მას დასცინა. მანაც თქვა თეორიულად ესმოდა უფალიშვილის მდგომარეობა, მაგრამ მაინც იფიქრა, რომ ის არასწორად იქცეოდა. И он осуждает его, понимаете? და ის განიკიცხავს მას. Вот Шрила Прабхупада и говорит, что он не осуждал его, он просто оценил это. შლა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ Оценка, что это такое? Можно ли с линейкой 20 сантиметров измерить расстояние до Луны? შლა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ ის არ განსჭირდა ის აფასებდა, უბრალოდ შეფასა ეს რა არის და თუ 20 სანტიმეტრიანი სახაზავება შეგვიძლია მით მანძილი გავუზომოთ მთვარემდე.
Это будет очень странное наблюдение, если такое кому-нибудь взбредет в голову. ვინმეს და თავში ესეთი რამე მოუვა ძალიან უცნაური დაკვირვება იქნება. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, смотрите, он всегда питал огромное уважение к Господу Шиве, и потому был поражен тем, что в присутствии святых мудрецов тот вел себя как бесстыжий простолюдин. Что здесь подчеркивает Шрила Прабхупада? Что он был в гуне благости, потому что он был с Господом Вишну, а Вишну он что делает? Поддерживает гуну благости. შილაპრაპადა კომენტარებში ხას უშამს, რომ ის სათმოების გუნდაში იყო, რადგან უფალ ვიშნუსთან იყო და უფალი ვიშნუ სათმოების გუნდას ინარჩუნებს. То есть наша задача понять, почему с Читракету это могло произойти. То есть даже в гунах благости, даже в гуне благости, да, оценка, основываясь на святых писаниях, может привести к очень печальному исходу. ანუ ეს გამოდის, რომ სათმოების გუნდაშიც კი შეფასებამ შეიძლება თუნდაც წმინდა წერილებზე დაყრდნობით შეიძლება ძალიან სავალალო შედეგებამდე მიმოყვანოს. Шрила Прабхупада приводит свидетельство Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, который отмечает, что хотя Читракету неодобрительно отозвался о Господе Шиве, в отличие от Дакши, он не нанес Господу Шиве оскорбления. Дакша открыто пренебрег Шивой, однако Читракету просто выразил свое удивление его поступком. შრილა პრაბჰუპადას მოყავს ასევე შვანთა ჩაკრავართი თაკურას სიტყვები, რომელიც ამბობს, რომ დაქშასგან განსხვავებით ჩეტრაკეტუს არ მიუყენებია შეურაცხყოფა შივას სადმი, რადგან მან უბრალოდ გაოცება გამოხატა, მაგრამ დაქშამ პირდაპირ მიაყენა შეურაცხყოფა. Но Читракету вероломно нарушил личное пространство Господа Шивы и Парвати. მაგრამ ჩეტრაკეტუმ დაარღვია პირადი სივრცე უფალი შივასი და პარვატისა. Что это такое? Как он посмел? რა არის ეს, როგორ გაბედა? Здесь можно только усмотреть сценарий Верховной Личности Бога. Другого объяснения этому нет. აქ უბრალოდ შეგვიძლია ვხსნათ, რომ ეს უფლის სცენარი იყო, სხვაგვარად ვერ ავხსნით. Это по-всякому была великая душа. რადგან ის ყველანაირად დიდად სული იყო. Что это за сценарий? Почему Господь дает нам почувствовать, что за сюжет здесь раскрывается? რა სცენარია ის, რატომ გვაძლევს უფალი საშუალებას, რომ მივიგრძნოთ რა სცენარი იხსნება აქ, რა სიუჟეტი იხსნება. Мы, имея вот этот пример, должны быть очень и очень осторожны, особенно со старшими. Мы можем не понять всей мотивации, которая ими движет. И поэтому что мы можем сделать? Мы можем просто отодвинуться в своем непонимании. Но он выразил суждение. ჩვენ რა დაგვსვნა შეგვიძლია გავაკეთოთ, ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ განსაკუთრებით უფროსებთან მიმართებაში, შეიძლება ბოლომდე არ გვესმოდეს რა ამოზრავებთ მათ და უბრალოდ ამ დროს გვერდზე უნდა გავიწიოთ, თუმცა მან განსრჩა გამოხატა. Это говорит о том, что царь Читракету был в определенной степени подвержен гуне страсти. და ეს ნიშნავს, რომ გარკვეულწილად მეფე ჭიტრაკეტუ ბუნების გუნის დაქვემდებარებაშიც იყო. Потому что он позволил себе контролировать пространство. რადგან მან საკუთარ თავს უფლება მისცა სივრცე ეკონტროლებინა. И под этот контроль попал Господь Шива вместе с Парвати и с святыми, которые там были. და ამ კონტროლის ქვეშ მოხვდა უფალი შივა პარვატისთან ერთად და წმინდანებთან ერთად, რომლებიც იქ იყვნენ. Он, с одной стороны, признает, что Господь Шива – великая душа, величайшая душа. Что в этом случае мог сделать Читракету? Просто выразить почтение, благодарить Бога за то, что он видел эту великую душу.
და ის ერთი სიტყვა აღიარებს, რომ ხალისულა დიადის სულია. რა შეძლო გაეკეთებინა ჩიტრაკეტოს? უბრალოდ გამოეხატა პატივისცემა და მადლიერება, რომ შეეძლო ეს დიადის სულის ხილვა. Вместо того, чтобы проклясть, мать Парвати могла благословить его, потому что она очень могущественная. დაწყევლის მაგივრად დედა პარვატის შეეძლო კურთხევა მიეცა მისთვის, რადგან ის ძალიან ძლევამოსილია. Он забыл о том, что отношения между учителем, которого он признает, и учеником могут быть только на основании того, что Господь Кришна говорит «Тадвитхи пранипатена парипрашнена севая». То есть э, это великое благоговение, служение, уместные вопросы, которые могут вызвать удовлетворение в сердце учителя. Оно способно даровать вот это крипу, милость, которая позволит дальше совершенствоваться. მას დაუწყდა, რომ სულიერ მოძღვარს და ის აღიარებს, რომ შუა ყველას სულიერი მოძღვარია, უნდა მიუდგე მხოლოდ ის, როგორც კრიშნა ამბობს, პატივისცემით და შეკითხვები უნდა დაუშვათ დიდი მოწიწე და მაშინ მივიღოთ სწავლობას. А он, как контролер, выразил удивление. მან კი როგორც კონტროლიერმა გაოცება გამოხატა. Это, он говорит, как это возможно? და ის ამბობს, როგორ არის ეს შესაძლებელი? Ну и соответствующие его там дальше ожидают приключения. და შემდეგ უკვე შესაბამისად სავალი სცენა. И мы должны понимать, что ни при каких обстоятельствах, какими бы мы ни столкнулись в жизни, там очень удивительные стихи впереди предстоит изучать. Это очень интересная, очень вкусная история, которая, я прошу вас всех, кто здесь присутствует, распространите со всеми, пусть они придут в храм, пусть они послушают при божествах это. Это удивительная история. Шрила Прабхупада дальше говорит о том, что тот, кто просто утром проснувшись, вспомнит эту историю, у него есть шанс на освобождение. საოცარი ისტორია ის თქოს რომ გააუცილებლად და ყველამ კარგად შეისწავლოს შლაპრავდა ამბობს რომ შემდეგ რომ ის უბრალოდ ისმენს ამ ისტორიას მას აქვს გაგათავისუფლების შანსი. Надо засвидетельствовать свое почтение божествам, Ишварам, которые вот в этом удивительном городе, полным древнейших традиций, и они пришли, деваты, и надо выразить им почтение, и при них послушать. Кришна говорит в Бхагавад-гите, я даю тонкий разум, с помощью которого ты придешь ко мне. ну ფაგები რომლებიც მომდნენ მათ წინაშე და მომდნენ მასთან პატევები მოგოხდა მათ წინაშე მისმინოთ კრიშნა მოსპერკლოდ ბიტოში რომ მევაძლევ ნატიფ გონებას რომელთა საშუალებისათაც ერთად შეუძლია ჩვენთან მოვიდეს. Я прошу вас, повторите только с выражением. Кришна заявляет, я даю разум, тонкий разум, с помощью которого ты придешь ко мне. Я бы не хотел, чтобы мы прошлись по поверхности. Это ключевые моменты. Кришна, я говорю как могу. Извините, Нет, если не могу. Это из лексикона дураков, говорит Прабхупада. Значит, у нас эго бунтует, получается. Давайте мы его выкинем на улицу, пусть там погуляет, пожалуйста. С выражением, так, чтобы каждое слово отпечаталось в сознании. Иисус говорит так: всем сердцем, всем разумом и всей крепостью. Пожалуйста, попробуйте, я уверен, у вас получится. ну, у меня сейчас какое-то другое состояние, потому Я это что вижу, но если вы попробуете просто покорно подчиниться, ваше состояние поменяется. Соприкасаясь, соприкасаясь со святыми, мы очищаемся. Пожалуйста.
Потому что вот когда вы говорите, как будто, например, я просто хочу поделиться, вы говорите вот прям надо так сделать, и когда вы так говорите, То, что, надо так сделать, и возмущается эго, да? ну, как будто что-то заставляют делать что-то, и насильно, например, даже не можешь. Ну, Кришна, я такой ужасный тип, меня пригласили, что я могу ну, сделать? Кришна, например, не заставляет даже предложить или даже Я служить, и понял, но если кто-то Я заставляет. не Кришна, я даже не похож на него совсем. И я не могу играть, если, например, вы в прошлый раз сказали, делай радостно, и как радость, насильно будешь радость извлекать из себя. Я, Это будет игра и фамильярность, как я, вы говорите. Я не могу быть фамильярным. я могу привести только Шилу Прабхупаду. Он говорит, если у вас нет качеств, попробуйте делать так, как будто они уже у вас есть, и однажды они пробьются. Я не могу сейчас играть, потому что Окей, я не буду настаивать, я могу извиниться перед вами, что вот такое совершил насилие над вашей психикой. Я постараюсь, если наши пути будут пересекаться, учитывать, что передо мной кшатри, у которого есть свое эго, и я почему-то его не учел. просто если я буду сейчас играть, это будет для духовной жизни еще плохо, потому что будет неестественность внутренняя и внешняя. Извините, Окей, пожалуйста. все Ну, хорошо. можете вот попросить другого, чтобы сказать, как вы хотите, чтобы Окей, выбрать. давай попробуем кого-то попросить, если это возможно. А я не всех вижу просто, и мне очень хочется галерея. Сейчас я постараюсь. Ух, как много хороших людей здесь оказывается. Вот. Тат Пуруша Прабху согласен поучаствовать? Я не слышу вас, у вас микрофон отключен. Нет, микрофон остался выключенным. Ладно, найду какую-нибудь другую жертву. Вот Матаджи Елена может попробовать? Вы меня, да, имели в виду или как? Да, вас Я, имею в виду. я половину только услышала. Я даю разум тому, кто хочет. Дальше вот я не помню, как вы сказали. Секунду. Это нужно по-грузински сказать так, чтобы дошло до сердца. Я даю тонкий разум, с А, помощью которого ты придешь ко мне. по-грузински? Да, А я по-грузински не слабо. может. слабо. Ясно. А Я, Вишну можно Шакти Прабху попробовать, может? я даю тонкий разум тому, кто хочет прийти ко мне, да? Да. Да, я тоже могу сказати. Харі Кришна, спасибо. Харе Я Кришна. даю тобі тонкий розум, з допомогою якого ти зможеш прийти до мене. Это уже английский, я так понимаю. Ага, ясно. А кто может по-грузински это сказать? Мне очень интересно. А вот есть жертва, Ираклий Прабху, да. Hare Krishna, Bharjani Maharaj. მე ვიძლევი ნატიფ გონებას, რომლითაც ჩემამდე მოხვალ. Добавь немного любви и радости, пожалуйста. Я зарулем просто. Ничего страшного не случится. Да. Я მე ვიძლევი გონიერებას, ნატიფ გონიერებას, რომლითაც ჩემამდე მოხვალ. Молодец. Лайк тебе, вот, даже два. Окей. Харифо, спасибо. И вот, возвращаясь к этой теме сейчас, да, нам необходимо понять причины, почему у нас есть внутренние препятствия. Мы замечаем, что у Читракету это препятствие было.
და ჩვენ ამ თემას რომ დავუბრუნდეთ, შეგვიძლია დავაკვირდეთ, რატომ გვაქვს შინაგანი წინააღმდეგობები. ჩვენ ვამჩნევთ, რომ ჭიტრაკეტუს ეს წინააღმდეგობა ჰქონდა. Даже в Гуне Благости, где он встретился с Господом Вишну, он не освободился от желания контролировать. სათნოების გუნდაშიც კი, როდესაც შეხვდა უფალო ვიშნუს, ის არ გათავისუფლებულა კონტროლის სურვილისგან. И вот его следующее рождение, которое будет по благословению, не по проклятию, а по благословению Парвати Маты, вот он там очистится окончательно. და მისი შემდეგი დაბადება, რომელიც იქნება დედა პარვატის წყალობით და არა წყევლით, იმ დაბადებაში საბოლოოდ გაიწმინდებით. Давайте попробуем сейчас, да, вернуться к первому стиху, который мы с вами читали, да? მოდით ახლა დავუბრუნდეთ პირველ ლექსს, რომელიც ერთად წავიკითხოთ. Простите, сейчас. Итак, я хочу подчеркнуть одну деталь. მე მინდა ერთ დეტალს გავუსვა ხაზი. Читракету сказал, давайте попробуем прочувствовать, что и как он это сделал. Очень важный момент. ჭიტრაკეტუმ თქვა, მოდით შევეცადოთ ვიგრძნოთ რა და როგორ გააკეთა მან, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. Господь Шива лучший из всех живых существ, воплощенных в материальных телах. უფალი შივა ყველა განსხეულებულ ცოცხალ არსებათა შორის საუკეთესო. მთელი სამყაროს სულიერი, მთელი საუკეთესოა. И вот здесь один момент есть, который нам необходимо. Он посчитал воплощенным Господа Шиву. Так, ძალიან საინტერესო მომენტია, მან უფალი შივა ჩათვალა განსხეულებულად. А это Вишну Татва. ის კი ვიშნუ ტატუა. Представьте себе, да? И он посчитал, что тело Господа Шивы – это плоть. ის ვიშნუ ვიშნუ ტატუა და მან ჩათვალა, რომ უფალი შივას სხეული არის ხორცი. Мы нигде не встречаем, что Шива покинул тело. ჩვენ არსად გვხვდება ისეთი რამ, რომ შივამ ტატუა სხეული. Мы этого нигде не слышим. ჩვენ ეს არსად გვესმის. Как же он заблудился? Это могло быть только наваждение, которое Господь Кришна устроил для нас с вами. Это спектакль. და ეს როგორ შეიძლებოდა ეს არეოდა, ეს უბრალოდ იყო ილუზიის დაფარვა, რომელიც მოწყო უფალმა კრიშნამ, რომ ჩვენთვის ეს სპექტაკლი გაეკეთებინა. Нам необходимо прочувствовать, с какими живыми существами эти эпизоды происходят. Очень, очень необычными живыми существами. და ჩვენთვის აუცილებელია ვიგრძნოთ, როგორ პიროვნებებს ემართებათ ეს სიტუაციები. ძალიან არაჩვეულებრივი პიროვნებები არიან ისინი. Очень могущественные. ძალიან ძლევამოსილები არიან. То есть они отличаются от нас могуществом. ისინი განსხვავდებიან ჩვენგან ძლევამოსილებით. И когда мы пытаемся свои 20-сантиметровые линейки вот так вот взять, через них смотреть на этих живых существ, мы без сомнения допускаем ошибку. და როდესაც ჩვენი 20 სანტიმეტრიანი სახაზავით ვცდილობთ ამ ცოცხალ არსებებს უყუროთ, აუცილებლად შესრულებას უშვებთ. Поэтому вывод один. Шрила Прабхупада в книге по этике вайшнавской, он говорит о том, что лучше не оценивать. ამიტომაც შრილა პრაბჰუპადა თავის წიგნებში ვაიშნაურ ეთიკაში ამბობს, რომ ჯობია არ შეაფასოთ. Потому что эта линейка может не так измерить. რადგან ამ სახაზავმა შეიძლება სხვაგვარად გაზომოს. Представьте себе, как заблудился, да, Читракету. С одной стороны, он признает его величайшим из учителей, да, и он забывает самое главное, что Ачарья Дево Бхава. წარმოიდგინეთ, როგორ აირია ჭიტრაკეტუ ერთის ხრივის აღიარებს, როგორც სულიერ მოძღვარს მას და მეორეს ხრივ ავიწყდება ყველაზე მთავარი, აჩარია დევო ბხავა.
что означает, что через учителя с нами говорит Бог. რაც ნიშნავს, რომ მასწავლებლის მეშვეობით ჩვენ ღმერთი გვესაუბრება. Значит, он забыл об этом. ესე იგი მასეც დაავიწყდა. Поэтому вывод один. Нам не надо забывать, надо молиться, чтобы память об этом усиливалась, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах мы не забывали положение духовного учителя. ამიტომაც ჩვენ უნდა ვილოცოთ, რომ ჩვენი მეხსიერება გაძლიერდეს და არც ერთ სიტუაციაში არ დაგვაუწყდეს სულიერ მოძღვრის მდგომარეობა. Шрила Бхактивинода Тхакур заявляет, что если вы видите, что ваш учитель по какой-то причине сошел с дистанции, необходимо переждать 5 лет, прежде чем делать какие-то выводы. А кто это говорит? Не запомнил. Бхактивинода Тхакур. შრილა ბჰაქტივინოდა თაკურა ამბობს, რომ თუ შეამჩნევთ, რომ თქვენი სულიერი მოძღვარი ცოტა გადაუხვია თქვენმა სულიერმა მოძღვარმა, 5 წელი უნდა დაიცადოთ, სანამ რაიმე დასკვნას გამოვიტანთ. Это очень важно. У Читракету такого терпения мы не наблюдаем. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩიტრაკეტუს ასეთ მოთმინებას არ ჩანს ჩიტრაკეტუში. Вот при одном упоминании о Читракету хочется поклониться, это великая душа, прямые даршаны с Богом имел, да? Удивительный человек. ჩიტრაკეტუს ერთ ხსენებაზეც უკვე გინდა რომ თაყვანისე საოცარი პიროვნება პირდაპირადი დარშანი მიიღო უფალთა. Но в то же самое время мы видим, как некое осквернение, да, сознания вот, произошло. То есть впечатление порождает влияние. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ ცნობიერებაში გარკვეული დაბინძურება მოხდა, ანუ შთაბეჭდილება აჩენს გავლენას. Где он попал в ловушку? У него было знание, у него была чистота, и в то же время была какая-то анартха, которая, увидев, мгновенно оценила ситуацию негативно. მას სად არის შეცდომა? მას ჰქონდა სიწმინდე, მას ჰქონდა ცოდნა, მაგრამ ამავე დროს მას ჰქონდა ანართა, რომლის გამოც, როდესაც რაღაც სიტუაცია იხილა, მაშინვე შეაფასა ის. Давайте сделаем для себя вывод. Если мы видим, что преданный по какой-то причине не помещается в рамках, которые мы создали в своем сознании, не будем его осуждать. Пусть Кришна с ним разбирается. დამოდით ჩვენთვის დასკვნა გამოვიტანოთ თუ ერთ გული რომელსაც ვხედავთ რომ არ ეტევა იმ ჩარჩოებში რომელიც ჩვენ შევქმნით არ განვსაჯოთ ის დაეკრიშნა გაეკვეს მასთან. У Кришны ошибок нет. კრიშნას შეცდომები არ აქვს. Поэтому еще раз хочу призвать, пожалуйста, очень прошу вас, посетите божества в любое время, которое вы можете использовать на свое духовное благо. ამიტომაც კიდევ ერთხელ მინდა რომ გთხოვთ მოინახულოთ ღვთაებები რომლებიც შეგიძლიათ რომ მოინახულოთ და შესწირეთ ეს თქვენი დრო თქვენ სულიერ სიკეთეს. Принесите им небольшое подношение, но от всего сердца и каждое утро. პატარა ძღვენით შეგიძლია მიუტანოთ მათ თუმცა ყოველ დილით და მთელი გულით. Это же не трудно, да? Например, какой-то пирожок соорудить для Господа или какую-нибудь сладость. ეს მომრთული არ არის რაღაც ღვეზელი რომ გამოვაწყოთ ან რაღაც ტკბილეული გავაკეთოთ უფლისთვის. Но это дает право подойти и попросить, пожалуйста, прими это подношение. თუმცა ეს უფლებას გვაძლევს რომ მივიდეთ და ვთხოვთ მიიღეთ ეს ძღვენი. Но когда мы уединяемся со своим умом, в котором у нас друзей нету, მაგრამ თუ ჩვენ გავმარტოვდებით ჩვენ სოჭუასთან, სადაც ჩვენ მეგობრები არ გვყავს, выводы делаем другие. ჩვენ მაშინ სხვადასხვანები გამოვაქვს. Потому что там враги живут в этом уме. რადგან იქ მტრები ცხოვრობენ ამ ჭკუაში. Вот такая удивительная у нас ситуация. ასეთი საოცარი სიტუაცია გვაქვს. Вот Читракету был где? Во власти ума своего. და ჩიტრაკეტუ სად იყო? თავისი ჭკუის ძალაუფლების ქვეშ. И у него впереди очень интересное приключение. და მას წინ ელის ძალიან საინტერესო თავგადასავალი.
по милости Шримати Парвати Деви. Шримати Парвати Девис салут. Да. Я благодарю вас за эту встречу. Я очень боюсь, что кроме вас, дорогой переводчик, кому-то еще навредил. Хочу извиниться. Примите, пожалуйста, мое почтение, если на какое-то эго случайно наступил. Это все мое невежество. Я вырос на асфальте, поэтому не хватает вот этой деликатности немножко. მე ვშიშობ რომ შეიძლება თარგმნის გარდა კიდევ ვინმე დავაზიანე ვინმეს ეგო ასფალტზე გავიზარდე და შეიძლება რაღაც დელიკატურობა არ მყოფნის და ბოდიშს ვიხდი Учитывая то, что сейчас мы слышим, что случилось с Читракету, я, разумеется, понимаю, что тоже нахожусь в зоне риска. როდესაც მომსმინეთ რა დაიმართა შეტრაკეტუს მეც რა თქმა უნდა მესმის რომ რისკის ზონაში ვიმყოფები Я не хочу в этой зоне быть, поэтому простите, пожалуйста. მე არ მინდა რომ ამ ზონაში ვიყო ამიტომაც გთხოვთ მაპატივით Я с радостью желаю вам счастья, удачи на этом непростом, но очень хорошем пути. მე სიხარულით გისურვებთ ბედნიერებას ამ არა უბრალოდ თუ მაგრამ ძალიან კარგ გეზაზე Вся слава Шримад Бхагаватам, მთელი დიდება შრიმად ფაგავატოს вся слава Шри Прабхупаде, მთელი დიდება შილო პრაბჰუპადის всем духовным учителям ИСККОН. და ყველა სულიერ მოძღვარს ისყვანის Я подчеркиваю, почему. Я многих встречал, но подобных учителям ИСККОН я нигде не видел. Можно искать в них недостатки, можно искать что-то, но то, с каким сердцем они несут знамя, которое передал им Шрила Прабхупада, это невообразимо для Кали-юги. მე ხას უსვამის მანი სულიერ მოძღვრებს, რადგან ბევრი სულიერი მოძღვარი მინახავს, მაგრამ ისკონისნაირი არსად არ არის. ბევრი ნაკლოვანებები შეიძლება მოუზებნოთ, მაგრამ ის თუ რა გულით ატარებენ ცოდნას, რაც შრილა პრაბჰუპადა მოიტანა, ეს წარმოუდგენელი. Благодарю вас от всего сердца. Харе Кришна. მთელი გულით გიხდით მადლობას, ჰარე კრიშნა. Могу ли я попросить вас высказаться о том, что вы заберете сегодня из Шримад Бхагаватам? Когда вы выражаете это, мы укрепляемся в этом. შეიძლება გთხოვოთ გამოთქვათ, რას წაიღებთ შრიმად ბჰაგავატამიდან, ეს როდესაც ამას გამოხატავთ, თქვენ ამყარებთ ამას თქვენში. Вишну Шакти Дас. Прабху, пожалуйста. Харе Кришна. Я заберу, конечно, эту историю. Есть ведическая история, часто используется, когда ученик трижды не понял мотивы своего духовного учителя. Он видел форму, не видя суть. Вот это знаменитая история ведическая, она пришла из авраамических к нам писаний. Вот, но и в нашей традиции тоже есть имена соответствующие. Вот, и вот мне тоже, я забываю часто и попадаю в просак, потому что нужно ждать, выжидать, прежде чем какое-то суждение преданно выносить, тем более духовному учителю. И вы правильно сказали, что нужно ответ. Я часто не придерживался этого и попадал всегда в неприятную ситуацию. Вот. И я должен покаяться в этом и соответствующий вывод сделали. Спасибо, что вы мне напомнили об этом. Харе Кришна. И вам большая благодарность. Это хорошее, очень интересное замечание. Меня это тоже укрепляет. Я благодарю вас. Кто-то еще, пожалуйста. Что вы заберете из Бхагаватам сегодня? Харе Кришна. Да, Матаджи. Огромное спасибо за лекцию. Как всегда, мне удивительно тем, что заставляет погружаться, остановиться уму и быть более внимательным. И вот эта история с Читракету, как мы видим, Махараджем, мы видим, как явно тут рука Господа Кришны для того, чтобы этот удивительный пример мы увидели, к чему может привести. Как было с Арджуной, чтобы пришла Бхагавад-гита, он должен был впасть в такое состояние. То же самое здесь он может сделать такое, чтобы мы увидели
чему может привести М. то, что мы на самом деле делаем. Его просто Господь в заблуждение вел, а мы действительно находимся в таком состоянии. И часто, когда мы какую-то ситуацию видим, мы можем прославлять человека, вот он да, 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 и потом за этим же идет но, и уже начинаем свое суждение, свою оценку. Вот. И это очень-очень опасная позиция. И в нашей жизни даже может быть определенная личность. Иногда ты удивляешься, Господи, ну не может он так себя повести, вдруг вот так повел, и все равно ты оцениваешь. И может быть в этот момент опять же Господь ставит такую ситуацию, эту личность, для того, чтобы проявить в тебе тот недостаток, от которого ты должен избавиться. И потом эти ситуации мы иногда замечаем, прям часто происходит. Это говорит о том, что мы этот урок не прошли, мы не поняли, мы не осознали, и эти ситуации, они повторяются. И вот поэтому очень-очень, да, самое важное на духовном пути, на самом деле, вот ту тему, которую вы сегодня затронули, не оценивать людей. И это очень важный урок. Спасибо большое. И вам большое спасибо. Что Это и нужно очень, действительно очень понимать, очень ценная штука, которая умеренности нас призывает. да, и понимать действительно, что эта личность, у него свои отношения, Господь сам с ним разберется, а ты не судья, нет, это и не тебе это судить, и не тебе думать или что-то. Что от тебя полагается, ты должен то и делать. И в любой ситуации, если вот придерживаться это, понимать это, чтобы уже осознанность сидела в нас, это будет только спасать. И каждую ситуацию воспринимать, что эта ситуация не для того, чтобы я судила об этой ситуации, а это для меня. Что я должен унести из этой, что я сделал. И, в общем, да, очень важно. Спасибо большое. Харе Кришна. А еще, пожалуйста, это очень ценно. Вы же видите, как удивительно меняется настроение, да, когда мы видим, что высказываются люди, которые получили впечатление. Переводчик поможет мне? ძალიან საოცარია, როდესაც გამოთქვამენ ეს ადამიანები, ვინც შთაბეჭდილებები მიიღეს, იქნებ კიდევ გამოთქვათ, ვისაც გათქმით. Благодарю вас. Матачи Киртида Прия. Харе Кришна, я вот тоже хотела поделиться, и я очень согласна с Радабавой Матаджи в том, что она сказала, что ну, не нашим умом судить старших своего гуру или старших преданных, вообще всех, кто выше нас, да, вот, это не наше дело. Ну, единственное, что можно, это попросить у Кришны дать правильное понимание той ситуации, с которой мы столкнулись. И если Кришна посчитает нужным, то мы это поймем. Вот. А своим умом мы точно не сможем ничего понять. Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо вам большое. Вот у меня здесь, да, сейчас, вот так много-много-много птичек, они хотят вылететь прямо туда, в Грузию. А вы попробуйте их поймать, хорошо? Они интересные. Вот, сейчас. Рибу. ძალიან ბევრი ჩიტები მყავს და საქართველოში მინდა გამოვუშვა და დაიჭირეთ, ეცადეთ რომ დაიჭირეთ. Вот. Они такие вдохновляющие. Кто-нибудь еще что-то попробует высказать? Вы же видите, как это интересно. ძალიან გამოხმოვებელი ჩიტებია. კიდევ ვინმე ხომ არ უნდა ეცადოს რომ რამე გამოთქვას, ხონდახეთ რა საინტერესოა. Вот здесь есть Redmi 13. Я так понимаю, что это китайцы нас подслушивают. Redmi 13 ყავს აქ და ისე გონია რომ ჩინელები მისმენენ. Можно я У нас здесь англоязычные тоже хотят поделиться, если можно. Да, разумеется, конечно, с удовольствием. Yes, Pushpa Mataji, we're listening.
Thank you very much for the lecture. First of all, Спасибо большое за лекцию. Yes? No. So I wanted to mention that it was a very wonderful point when he said that Chitraketu, we did not forget that Lord Shiva was glorious and he was the spiritual master for all the beings. He did not forget that, but he forgot what his position was, which is why it led to him making the offense that he made. И я хотела бы отметить, что очень важно здесь, что вы подчеркнули, что Господь, что Читракету, он не забыл положение Господа Шивы, что он является наилучшим существом, что проблема была в том, что Читракету сам забыл свое положение в этом инциденте, и как раз из-за этого вышло то, что как дальше развилась эта ситуация. So, this is the point that I'm going to take away with today from the lecture, because many times we do know some person has so many strengths and so many good qualities, but because we think of us as similar to them or maybe higher up to them, we don't really live up to the words that we are speaking of for them. Да. And it also reminds. Да, и вот я себе уроком сегодняшней лекции как раз это постараюсь забрать, чтобы мы иногда очень легко оцениваем других, хотя у них есть и хорошие качества, они могут быть совершенно другими мотивами, но это из-за того, что мы начинаем считать себя наравне с ними или даже выше них, и поэтому начинаем их оценивать. And so it also reminded me of something that a devotee told me once, that the mercy, it always flows downwards and it doesn't flow sideways. So И еще это меня напомнило, как однажды один преданный сказал, что милость, она не сходит сверху вниз, а по бокам она не движется. That's all. Thank you so much. Спасибо большое. Вот это я хотела сказать. Харе Кришна. Я благодарю вас. Есть один момент, на который хочу обратить наше внимание. Это действительно мы должны помнить, что любая оценка – это гуны природы. არის ერთი მომენტი, რასაც მინდა რომ თქვენ ყურადღება მოგციოთ, არის ის, რომ ნებისმიერი შეფასება არის გუნებში. А значит, это карма. და ესე იგი ეს არის კარმა. Мы должны помнить, что мы пишем сегодня страницы книги нашей следующей жизни. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ახლავს ერთ ჩვენი მომავალი ცხოვრების წიგნის გვერდებს. Иногда легче сдержаться, чем просто оценить, поддаться соблазну. ზოგჯერ უკეთესია თავი შეიკავო, ვიდრე უბრალოდ ცდუნებას აყვა და შეაფასო. Харе Кришна, спасибо большое. Там вот наш iPhone 2. Ираклий, пожалуйста. Харе Кришна. Я тоже хотел вот поделиться насчет высказывания, которое я на грузинском озвучил, что вот какой удивительный, да, личность Господь Кришна, что он может вот так тонко, да, войти во все живые существа и давать такой разум, с которым мы к нему можем приблизиться, да. Точно так. Да, это вообще удивляет, что настолько он тонкий личность, что может затронуть каждого из нас и одарить таким разумом, да. Харе Кришна, огромная благодарность вам.
Мне Шили Прабхупаде. Харибол. Шили Прабхупаде благодарность большая, огромная, неисчерпаемая. Мы можем сделать один интересный вывод. В грузинском языке есть пословица такая: «Рад смогила Давитау». Вы Уэла знаете, как дальше звучит это? шени тавидау. Вот, поэтому, прежде чем что-то совершить, Давид, подумай, какие последствия впереди. ქართულ ენაში არის ესეთი გამონათქვამი, რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო, ამიტომაც სანამ რამეს გააკეთებ, დავით იფიქრე რა შედეგები მოყოლო. Окей, благодарю вас. Алекс. Есть ли желающие выразиться? Пожалуйста, выражайтесь еще. თუ კიდევ არის მსურველები რომ გამოთქვანთ, თქოთ, გამოთქვით კიდე. Лена, ты хотела? Да, да, пожалуйста, конечно. Харе Кришна, да, я хотела сказать, но у меня больше вопрос, чем вот высказаться. Ну, то, Сейчас, что... одну секунду, я приму соответствующее положение. Пожалуйста. Не, я понимаю прекрасно, да, что мне понравилось, что вы сказали, что прежде чем какой-то вывод это вынести по отношению поведения преданного, нужно это самое, ну, если это не помещается в наши понимание его поведения, не спешить сделать выводы, правильно? Или там осудить, или еще что-то. Ну, это, наверное, относится к старшим преданным, да? Как, Это да, относится ко всем. ко всем. Вот если... Кроме двух категорий. Каких? Это речь идет о жене, детях и учениках. Да. Ага. Да, но у меня вопрос, знаете, в чем? Ну, когда вот есть преданные, может, они не старшие, но преданные тоже, преданные. И как-то ошибаются. Если вот не сказать, не указать, не это сделать, они будут считать, что это так и должно быть. И на Нет, это они... это не обязательно. Да? Да, я попрошу вас сейчас выслушать меня. Давай, да, Раз конечно. я вот такое сегодня роль играю, я обязан, да, дать наставление соответствующее. Я могу вам задать вопрос, госпожа Елена? Да, конечно. У меня уже появилось право. Вы мне позволите сделать вам замечание? Конечно. Вот с этого и начинайте. Вот я не поняла. Сейчас еще раз поясню. Если вы хотите сделать замечание кому-то, Да. учитывая то, что это не ваш ученик и не ваш сын, не ваша личная зона ответственности, Да. задайте вопрос, можете ли вы сделать замечание. Понятно, да. Но... А вот это «но» уже я знаю, как правильно. вот это, простите, как вот слово «но», которое сейчас исходит, это ошибка Читракету. Может быть. Но когда ты видишь, что он неправильно поступает, и не говорите этому человеку... А вы правильно поступите, если перешагнете это личное пространство человека, не спросив его об этом? Есть разные ситуации. Например? Я могу знать, допустим, по писаниям, по священным этим самым, как надо и как не надо. Могу какие-то законы знать. Значит, сразу делаем себе замечание. Я так поступать не буду. Все. И все. Ну да, но его же надо исправить, чтобы он дальше не совершал ошибки. Дальше есть молитва. Кришна, пожалуйста, дай ему уроки, которые он поймет. Понятно. Я просто вышибаю из ваших рук желание контролировать. Ну,
Ну, как говорится, есть время, место и обстоятельства. Если ты видишь, человек протягивает ноги к божествам, ему надо ему сказать, не надо это делать, потому что это оскорбление. Допустим. Грубый пример. Смотрите, есть разные варианты. Я могу сказать, нельзя это делать, убери ноги. Есть другой вариант. Простите, у нас в храме есть очень серьезное правило. Не допускается протягивать ноги к божествам и к старшим. Пожалуйста, примите это правило. Вежливо. Но не от себя, не от своего вонючего эго, а от правил, которые существуют по Парампаре. В смысле, не как читракету, да? Ну да. Да, как это? Но он сам же в это время был с представителями женского пола там, в окружении, в летучем корабле на своем. Ну вот, видите, вы так хорошо все замечаете. Не делайте так. Странно, почему он ему сказал, а сам вот. Действительно, мы можем обратиться к Господу, да, дополнительно, чтобы Он поведал Читракету, как дальше не поступать. Харе Кришна. Читракет уже это не персонаж вымышленный, это живой. В настоящем времени мы с ним можем даже связаться медитацией. Это просто сценарий Бога для того, чтобы обучить нас, как не надо поступать. Окей. Читракету в будущем он встретится в облике Вритрасуры с Индрой, и он даст Индре наставление. Да, да, Харе Кришна, спасибо. Очень поучительная лекция была. И вам спасибо. И спасибо, что вы нам даете по слогам говорить вот то, что надо говорить. Именно по слогам, потому что только так усваивается. Иначе она как-то вот пропускается и потом забывается. Шрила Прабхупада говорил о том, что учение Шри Чайтани – это как Индийский океан. Тот, кто плавает на поверхности, у него есть пена, грязь и мелкая рыба. То, что плавает на поверхности. Но тот, кто хочет крупную рыбу, самоцветы, жемчуга, кораллы, он должен нырнуть глубоко. И вот мы, поэтому мы, это значит, наша группа, у нас есть уже 7 лет такая постоянно действующая группа, и мы пытаемся все время глубоко нырять, там много богатств. И более того, нам там интересно стало очень. Да, да. Харе Кришна, спасибо вам большое. И вам спасибо за терпение, которое вы проявили по отношению ко мне. Еще раз простите, если на какое-то эго я случайно наступил. У меня не было на это права. Вы правы. Да. Харе Кришна. Я хочу вам пожелать счастья. Пусть оно у вас будет в том объеме, который покроет все издержки материального мира. Шрила Прабхупаде слава, а вам удачи. Пардани Махарадж Прабху ки джай. Джай Шрила Прабхупад, Хари Бол. Hare Krishna.